Движение возобновили. Из Якутска в Нижний Бестях вновь можно переправиться на воздушной подушке. Не допустить загрязнения. Общественники Ленска продолжают борьбу за сохранность реки Мухтуйка. Анализ и прогноз Минобррегиона озвучил результаты работы по своим крупным проектам. В эфире новости, в студии Павел Танин. Здравствуйте. В Тулагина-Кильдямцах ожидается повышение уровня воды. Окружная администрация города Якутска и администрация Наслега предупреждают, что сегодня в связи с подвижками льда в районе Табагинского мыса ожидается резкое повышение уровня воды. Администрации просят население быть внимательными и не находиться в зоне возможного подтопления, а также на островных и береговых участках. Между тем, в районе села Актемцы уровень воды спал на 16 сантиметров и составил 534 при критическом 480. По данным единой диспетчерской службы, в 12 часов верхняя кромка ледохода на реке Лени находилась у Покровска, а вот в Табаге лед все еще стоит. Там при критическом значении 850 сантиметров уровень воды достиг отметки 1158. Нерюнгринский район окажет помощь районам, пострадавшим от паводка. Как сообщает пресс-центр района, необходимо сплотиться и помочь людям восстановить разрушенные стихией дома, домашнее хозяйство и потерянное имущество. В сообщении также говорится, что у промышленных районов, располагающих значительными материальными, техническими и кадровыми ресурсами, гораздо больше возможностей для устранения последствий паводков. Нерюнгринцы собирают силы и готовы оказать помощь. Администрация района призывает жителей принять активное участие в сборе средств. Реквизиты, куда можно перевести деньги, вы видите на своих экранах. Суда на воздушной подушке вновь начали курсировать по реке Лени. Движение возобновили сегодня, об этом ранее сообщил Минтранс региона. Сейчас на месте отправки судов находится наш корреспондент Кристина Якупова. Кристина, здравствуй. Расскажи, действительно ли жители вновь могут переправиться на другой берег и сколько это стоит? Добрый день, Павел. Ранее из-за густого ледохода воздушные подушки прекращали пассажирские перевозки Якутск-Нижний Бестях и в обратном направлении на 3 дня. Но переправить на тот берег пассажиров на момент ледохода могли аэроботы «Тайфун». Это маломерные суда, обладающие вездеходными свойствами. Но цена на него, соответственно, гораздо выше. За это время накопилось много желающих переправиться на другой берег. В связи с интенсивным прохождением ледохода в районе Якутска с сегодняшнего дня пассажирские перевозки на воздушных подушках возобновляют рейсы в прежнем режиме с 9 утра до 20 вечера. Тариф составляет 2000 рублей. В настоящее время задействовано 20 судов. Однако спасатели рекомендуют на время сложной ситуации в районах республики, а также опасными судоходными условиями на переправе гражданам воздержаться от поездок на другой берег до основной фазы ледохода, так как это очень рискованно и опасно для жизни и здоровья. Ранее сообщалось, что переправиться в Нижний Бестях можно воздушным транспортом на вертолете Ми-8, но в настоящее время перевозки не осуществляются. По оперативным данным авиакомпании «Полярные авиалинии» 16 мая было осуществлено 8 рейсов и перевезено более 330 пассажиров. К этому часу у меня все. Павел. Спасибо, Кристина. Я напомню, что на прямой связи с нами была наш корреспондент Кристина Якупова. Но мы продолжаем. В Ленске продолжается борьба за экологическую сохранность окружающей среды и реки Мухтуйка. Общественность не намерена допустить сброса сточных вод в реку и продолжает искать возможность приостановить строительство объекта. Подробности у наших корреспондентов. Общественность Ленска пытается не допустить дальнейшее строительство канализационной сети компании «Газпром» и спуск сточных вод в реку Мухтуйка. Борьба длится уже несколько месяцев. Написано письма в прокуратуру, правительству республики, президенту России и «Газпрома». Но ни на одно письмо ответа не получено. Строительство продолжается. Стройка продолжается. Значит, слив этот у них в плане стоит. Как они говорят, проект мы этот не можем отменить. Мы на этом не остановимся. Значит, мы прекрасно понимаем, что нас как бы, повозмущаетесь, и все на этом закончится. Нет, на этом не закончится, мы все равно не позволим сделать этот сброс. Не допустит сброс сточных вод в реку и Роспотребнадзор, так как это запрещено по санитарному законодательству. То есть само строительство не было согласовано на уровне управления Роспотребнадзора в республике. Представители «Газпрома» обратились в Министерство охраны природы и напрямую согласовали проект там.
Получается, сброс сточных вод в черте города по санитарному законодательству запрещен. Они должны согласовать все-таки, рассмотреть варианты подключения своей системы канализации в общую городскую систему и таким образом канализовать свой вахтовый поселок в черте города именно с городской канализационной системой. Также Ирина Ступкина добавила, что проект, в котором предполагается спуск сточных вод, какой бы степени очистки они не прошли, в реку Мухтуйка согласование в Роспотребнадзор не пройдет. Сегодня прокуратурой района после проведения проверки в адрес директора компании дано предписание. Мы подготовили предостережение, объявили его директору предприятия, то бишь это линейное производственное управление магистральных трубопроводов «Газпром Трансгаз Томск». Предупредили о том, что недопустимо нарушать требования законодательства, и предупредили о мерах ответственности за нарушение. Получить комментарии директора компании «Газпром Трансгаз Томск» нам не удалось, так как это сделать невозможно без согласования с вышестоящим руководством. Письма направлены. Мы продолжаем следить за развитием событий. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова приняла участие в заседании Комитета Госдумы по развитию гражданского общества. Какие вопросы на нем обсуждали? Репортаж Татьяны Черемкиной. В рамках заседания уполномоченная представила итоги работы государственного правозащитника за прошедший год. Доклад уполномоченного по правам человека, а доклад в год 70-летия Всеобщей декларации прав человека и 25-летия Конституции Российской Федерации. Поэтому тема прав и свобод человека и гражданина в особом тренде и в особом осмыслении. В 2017 году результативность работы с обращениями граждан была выше. Положительных решений в защиту прав заявителей по сравнению с 2016 годом принято больше на 30%. Большинство обращений касалось вопросов уголовно-процессуального законодательства, поэтому этой теме Татьяна Москалькова уделила в своем выступлении особое внимание. Федеральный правозащитник говорила о целесообразности наделения региональных омбудсменов правом формирования наблюдательных комиссий, а также о необходимости создания системы общественных помощников. Очень надеюсь на то, чтобы именно сегодня Саха, Якутия, Дальний Восток, Арктика вышли на новый уровень с точки зрения защиты прав и свобод человека и гражданина. Огромная работа предстоит. Я очень надеюсь, что глава республики увидит необходимость увеличения аппарата уполномоченного. На особом контроле уполномоченного также находятся вопросы обеспечения прав инвалидов, в частности, в местах принудительного содержания. Члены комитета дали высокую оценку деятельности уполномоченного и поддержали предложение Москальковой о наделении сотрудников аппарата федерального правозащитника правом посещения и проведения проверок пенитенциарных учреждений, о совершенствовании законодательства в области исполнения наказаний по вопросам кооперации правозащитников на региональном уровне. Татьяна Черемкина, Олег Южилкин, Москва. Больше 11 миллионов рублей в этом году предусмотрели в бюджете республики для оказания помощи обманутым дольщикам. Об этом сказали во время совещания заместителя министра строительства России Никиты Стасишина. На территории Якутии сегодня зарегистрировано 9 проблемных объектов и 144 гражданина включены в реестр участников долевого строительства, чьи права нарушены. В Якутии провели оценку и сделали прогноз основных тенденций изменения природного, социально-экономического состояния и человеческого потенциала экономических зон. Об этом сегодня сообщил исполняющий обязанности министра образования Якутии Михаил Присяжный. По линии ведомства также завершен научный труд «История Якутии», сдан в печать результат многолетней работы научного коллектива «Энциклопедический словарь Якутии», ну а в 2018-2022 годах будет работать программа экономического развития и инновационной экономики республики. Во-первых, у нас в 2020 году у нас будет завершен основной этап крупный, это комплексных научных исследований. И, соответственно, задачи 2021-2022 года – это внедренческий этап, то есть использование результатов в жизни и практике. Ну и нужно сказать, что целый ряд есть долгосрочных исследований, которые вот инициированы буквально в последний год-два, в том числе связанные и со сложным характером, с изменением гидрологического режима целого ряда рек, особенно северных в республике. То есть мы сейчас сформировали научные коллективы, сформировали тематику, которая должна позволить избежать, подстроиться под изменения природы в ближайшие годы.
В Якутске на следующей неделе пройдут отборочные соревнования «Молодые профессионалы». В них примут участие около 300 конкурсантов и экспертов из 58 регионов страны. Сегодня участники встретились с заместителем министра образования Якутии Андреем Поповым. Он сказал слова напутствия и вручил подарки. Ну а по итогам соревнований выберут победителей, которые затем выступят в финале 6-го национального чемпионата «Молодые профессионалы». Он пройдет в августе в Южно-Сахалинске. Самая юная участница отборочного тура – ученица 10 класса Юлия Сысолятина. Она представляет Центр технического творчества и будет выступать в компетенции реверсивный инжиниринг. 2 года назад я еще тоже участвовала, но только в джуниор-скиллзе, но по другой компетенции тоже. Также 2-е место в России. Бывают моменты, когда серьезно кажется, что все, капут, больше ничего не будет. Остается только верить в себя и делать дальше, и все. Необычную форму подготовки к ЕГЭ предложили выпускникам преподавателей Политехнического института в Мирном. Они провели для школьников квест-игру. Помогают ли раскрепоститься интеллектуальные игры, выясняли наши коллеги. Ученики школ алмазной столицы собрались на интеллектуальном квесте ЕГЭ Гейм. Его организовал Мирнинский политехнический институт. У каждого школьника вот такой маршрутный лист. Здесь указаны основные станции квеста. Например, это кабинет аудирования. Здесь ребята проверяют свой уровень языка через интернет. Все ответили. Хорошо. Молодцы, все справились. Все правильно ответили. В Америке активно используется, интегрируется в обучение платформа Kahoot. Это очень интересная игровая платформа, на которой можно создавать тесты, разные задания, опросы, и где активно проверяется знание студентов. Такая игра проводится впервые. По мнению организаторов, она помогает выпускникам снять психологическое напряжение перед экзаменами. В развлекательной форме школьники повторяют основные правила английского языка. Всего представлено 5 станций, где каждый выполнял разные творческие задания. Эти станции и задания приближены к заданиям ЕГЭ. Подобные задания есть в ЕГЭ, но они немножечко интерпретированы, и преподаватели подошли творчески, то есть нестандартно, и старались сделать интересные задания. Как твои впечатления от ЕГЭ Гейм? Мне очень нравится, это познавательно, интересно, и плюс я сплочаюсь со своими одноклассниками. На данный момент запомнилось говорение, где мы использовали ноутбуки, и при помощи приложения мы отвечали на вопросы, связанные с текстом. Отвечать надо было быстро, и поэтому вот это очень полезно, мне кажется, в ЕГЭ, поскольку надо думать быстро и действовать тоже быстро. Интеллектуальная игра школьникам пришлась по душе. Организаторы уверены, такие игры помогут им успешно сдать и другие экзамены. Марфа Яковлева, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». 27 мая в стране отметят Общероссийский день библиотек. В Национальной библиотеке Якутии объявлена декада, посвященная профессиональному празднику. С сегодняшнего дня и до 27 мая будут организованы различные мероприятия. А с 17 по 25 мая, благодаря акции «Читаем кино. Царь-птица», у жителей республики появится уникальная возможность без регистрации и авторизации бесплатно прочитать рассказ, который лег в основу фильма «Царь-птица». Напомним, фильм стал триумфатором 40-го Московского международного кинофестиваля. У меня к этому часу все новости. Оставайтесь с нами.